Уважаемые телезрители, сегодня вы будете свидетелями одного события, которое происходило в Альшеевском районе, в поселке Равенском, в первом школе, которая сейчас называется школа-лицей. Сегодня вы увидите два мероприятия: последний звонок и выпускной бал 11 классов. Добро пожаловать на просмотр нашего документального фильма. Уважаемые гости, родители, учителя, ребята, мы собрались здесь, чтобы сказать нашим выпускникам добрые напутственные слова. Пожелать им успешно сдать экзамены, выбрать профессию по душе. Ну а сейчас я приглашаю виновников торжества. Встречайте! Взволнованно назвали новым словом «школьники», и мы навстречу знаниям пошли. Неумолимо летит время, отсчитывая секунды, минуты, часы, недели, месяцы, годы. Кажется, что это было так давно, когда мы робко и неуверенно вошли в первый класс. Тогда для нас все было впереди. Первая учительница, первый звонок, первое прочитанное слово. Сейчас, и вот все это в прошлом. Сегодня мы с грустью оглядываемся на прожитые школьные годы, подарившие так много хорошего, сделавшие нас умнее, лучше. И каждый из нас этим чувством знаком, как елочный праздник кончается детство, как лента кино обрывается сон. Уже не надеясь на чьи-то подсказки, мы сами решать все задачи должны. В реальность должны воплощать свои сказки и самые смелые наши мечты. Не каждая тропка окажется гладкой, не все испытания будут легки, и жизнь перед нами лежит как тетрадка, в которой пока еще нет ни строки. Слово для поздравления предоставляется директору школы Валиахметову Фаилу Касымовичу. Дорогие выпускники, разрешите мне от имени администрации школы, от имени всех учителей поздравить вас с окончанием школы и пожелать вам здоровья, крепкого здоровья, счастья и благополучия. У вас еще впереди государственные экзамены. И мы желаем, чтобы вы успешно сдали экзамены и получили документы. Этот последний звонок для вас. Первый звонок в большую самостоятельную жизнь. Вы произносите слова благодарности учителям, которые вооружили вас, вооружили всеми необходимыми в жизни знаниями, научили трудиться, критически относиться к себе, ставить перед собой большие цели и добиваться их. Школа помогла вам определить будущую профессию. Страна получит огромный резерв юной энергии, трудовых рук и новых талантов.
Пусть каждая страница вашей биографии будет наполнена творческим поиском, дерзанием, добросовестным трудом на благо нашей Родины. Дорогие ребята, нам не безразлична ваша судьба. Не забывайте своих учителей, школу. И хочется, пожелать, чтобы каждый из вас нашел свое место в этой трудной жизни. Спасибо вам, счастья и успехов вам. Слово предоставляется заведующий отделом администрации района Мухамедянову Ильмир Зияковичу. Дорогие наши выпускники, уважаемый педколлектив, гости, родители, разрешите вас от имени администрации Альшевского районного управления народного образования поздравить с праздником последним звонком. Что такое последний звонок? Это всего лишь одно мгновение. Но это мгновение очень важное и памятное. Заканчивается один этап вашей жизни, начинается второй. Сегодня вы прощаетесь с чудесными школьными годами, о которых вы еще неоднократно будете вспоминать. Они действительно для вас были радостными и хорошими. Школа для вас стала родной. Сегодня вы уходите за порог родной школы. Что ждет вас впереди? Впереди ждет вас взрослая жизнь, неизвестность. Много будет трудностей. И чтобы ваше будущее было светлым и безоблачным, вам придется всем хорошо потрудиться. Я хочу вас всех еще раз поздравить с этим замечательным праздником, поздравить педколлектив с очередным своим выпуском, пожелать вам доброго пути и больших успехов. И в завершение хочу сказать, что то прекрасное далеко, пусть не будет для вас жестоким, пусть вам повезет, будет удачи. До свидания, спасибо. Слово для поздравления предоставляется завучу учебной частью Ахмедкерееве Гульшайде Абдуловне. Дорогие выпускники, родители, поздравляю вас всех с праздником. Вы собрались в большую дорогу. Для одних она открыта и понятна, перед другими едва заметная колея. Но путь пройти, малый или большой он, надо обязательно. Вы делаете первый самостоятельный шаг. Будут и взлеты, и падения, неразделенная любовь, и несбывшиеся надежды, радости и огорчения. Как писал Асадов, когда бы нам счастье навек давалось, оно бы буднями называлось. Умейте преодолеть жалость к самому себе, смотрите открытыми глазами на все происходящее. Вы начинаете свой самостоятельный шаг, свое шествие, будущее. Много дорог ожидает каждого. Я надеюсь, что вы выберете свой единственный путь и достойно будете шагать, не теряя своего достоинства. Каждый выпуск неповторим по-своему. Сегодня смотрю и вспоминаю, как впервые мы встретились с вами в пятом классе. Перед глазами стоит до сих пор деловитая Радмила, серьезная Эльза, застенчивая Наташа, улыбающаяся Галя, напуганная Света, тогда высокий Рушан, маленький Эрик, неугомонный Женя. Вроде бы только недавно подходили с каждодневными жалобами. Незаметно пролетели годы. Вы стали красивыми, обаятельными, умными, взрослыми. Вот такими стоят перед нами наши дорогие выпускники. Пусть не обижаются другие выпускники 11 классов, 11 Б класса, мне ближе, как бывшему классному руководителю. В школе будет тоскливо без Эрика Абдулвалеева, неповторимого, основательного, в меру болтливого, непоседа Шахуддинова, ударницы Шангалеевой Эльвиры, лидера класса Руденко Оксаны. С хорошей стороны проявили себя Регина, Альбина из 11 класса девочки
исполнительная Гульнарова, красивая Резида. Кого-то не назвали, не обижайтесь, но каждый из вас неповторимая личность. Таких, как вы, уже не будет, а будут многих других. Мне хочется особо отметить нашу красавицу умницу Ардею Венеру. Почему о них позже говорю? Потому что они пришли в 7 класс, кто-то только в 10 класс. Старательные палочки-вручалочки из 11 Б класса. Особенно вот по литературе. Байтуллина Регина, Закиева Милюше. Хочется назвать Аль-Ильясова Гузель, Пилюгу, Гузель Софиулину, немногословный Софигарик Динар. Много хорошего можно сказать о всех наших выпускниках. На 4,5 завершает учебный год Бескарвайная Галина, Софигарик Динар, Софиулина Гузель, Мустафин Ильнур, Руденко Оксана, Шамгалева Эльвира, Чанова Светлана, Мухаммедзянова Лилия. Конечно, впереди трудные испытания ожидают вас, поэтому я желаю вам, всем нашим дорогим выпускникам, здоровья, удачи на экзаменах, благосклонных экзаменаторов. Теперь официальное счастье. Разрешите читать приказ, ознакомить вас с приказом. Приказ номер 125 Параевской башкирской школы-лицей от 25 мая 1998 года. О допуске учащихся 11 классов к итоговой аттестации. На основании положения об итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 1997-1990 учебном году устава Параевской башкирской школы-лицей и решение заседания педагогического совета от 23 мая 1998 года приказываю параграф номер 1 допустить при итоговой аттестации выпускников следующих учащихся, успевающих по всем предметам из 9 классов, 9 А класс: Асамгулова, Минигулова, Сиддикова, Сулейманова, Шарипову, Абуталипову, Вахитова, Вахрушеву, Габидуллину, Галееву, Дементьева, Замула, Идиатуллину, Ишмухамедову.
ни пуха, ни пера. А теперь, дорогие первоклассники, послушайте, что вам наказывают наши выпускники. К звонку, чтобы вставали, в школу вовремя бежали, чтоб с дороги вы не сбились и нигде не заблудились. И еще один совет: школу нашу берегите и учителей любите, а не то еще зайдем, мигом уши надерем. Уважаемые выпускники, от имени учащихся 10 классов вас поздравляет Латыкова Лейсан. Дорогие наши выпускники, сейчас для вас прозвенит последний школьный звонок, и вы навсегда покинете родную школу, где проучились 11 классов, где школа стала для вас вторым родным домом. Уходя, не забывайте, пожалуйста, своих учителей, одноклассников, свою школу. Помните, ее двери, как и наши сердца, всегда распахнуты для вас. А мы, десятиклассники, принимая от вас эстафету, клянемся не уронить чести 11-классников башкирской школы лицея. Клянемся быть достойными продолжателями ваших дел и традиций. От всего сердца желаем вам, наши 11-классники, успешно сдать экзамены, получить аттестат зрелости и выбрать правильный путь в жизни. И хочется закончить такими словами. Стоял сентябрь весь в золотом уборе, и было это 11 лет назад. Впервые вы за парты сели в школе, покинув беззаботный детский сад. Не зная Бог, читать вы не умели и выводили палочки с трудом. Но вел учитель вас к заветной цели от часа к часу, день за днем. Минули годы, наступили сроки, надежда, радость наполняет грудь. Зовут вас шахты, институты, стройки, большого счастья, добрый путь. Вечно будет земля вашим трудом красива. Венера Ильшатовна, сердечное вам спасибо. С благодарностью ваши ученики. Уважаемая Венера Ильшатовна, подойдите, пожалуйста. Дорогие выпускники, учителя, гости, я очень рада, что вы пригласили меня, и я попала на это торжественное событие. А этому способствовало, конечно, большое мое желание встретиться с вами. Ведь этот день еще можно назвать днем встречи со своими, то есть с моими выпускниками начальной школы. Конечно, не все вы здесь, но все же. Также, когда еще вы учились в 1 классе, у меня была большая мечта собрать ваши работы, некоторые, сохранить их и раздать сегодня, в этот торжественный день. Не просто раздать, а вручить эти работы. И пусть они являются, пусть они будут памятью о тех днях, годах, которые мы провели вместе с вами. Вот эти работы на листочках мы с вами писали. Это память о 2 и 3 классах. Тоже работы некоторые. Их у меня много, конечно, не все привезла. По 2, по 1 тетрадке. Я себе оставила также на память у себя, а эти привезла вам. Потом их возьмете. Дорогие выпускники, от чистого сердца, от всей души я поздравляю всех вас с этим замечательным днем, праздником. Хоть и говорится, что этот праздник немного грустный, от того, что вы прощаетесь с учителями, со школой, а школа и учителя прощаются с вами, но можно, оказывается, встретиться и через 10 лет, как мы с вами сегодня сделали, правда?
А ведь в школе каждый год устраиваются у нас вечера встреч. Пожалуйста, можно там встретиться. Поэтому этот праздник нельзя считать грустным. Можно, конечно, немножечко посчитать. Ошибок, любили лишь себя самих и не давали вторых попыток. Может, это странно прозвучит, но лишь сейчас, в минуты расставания, мы понимаем, сколько в них любви к нам, нежности и сострадания. Мы понимаем, видим сами, как дорог вам любой наш класс, как вам бывает трудно с нами и как еще труднее без нас. Галина Губаевна, Альфира Исламовна, Алиса Назифовна, Марат Аратович всегда встречают нас улыбкой. В них столько нежности, сердечного тепла. Хоть и ругают нас, но за ошибки, за то, что в голове уже давно весна. И можно рассказать все тайны. Они помогут в трудный час. Они, как мама с папой, всегда заботятся о нас. Желтеют страницы книг, меняют русло реки, но ты ее ученик, тогда и сейчас, и навеки. И если в жизни большой, вечно или вольно, или невольно, ты вдруг покривишь душой, ей будет очень больно. А если в жизни большой, ты выстоишь как мужчина, улыбка хлынет из глаз лучиками добрых морщинок. Уважаемые классные руководители, примите поздравления ваших выпускников. Сюда подходите. Галина Губаевна, Алиса Назифовна, Альфира Исламовна, Марат Айратович. Приглашаем сюда всех. Алиса Назифовна, поднимитесь. Поздравить с этим прекрасным днем последнего звонка. Дорогие выпускники, вы много раз уже слышали эти речи, не первый раз, но каждый раз они вас обходили стороной, не задевали, наверное, вашу душу и сердце. И вот сегодня эти слова звучат для вас, дорогие выпускники. Последний звонок – это ваш последний звонок. Радостный праздник – это для вас сегодняшний радостный праздник, ребята. Конечно, я тоже вас училась с 5 класса, все 11 классы. Прекрасно вас помню. Мои уроки истории, а затем в 11 классе и предмет человек-общества позволяли нам достаточно свободно говорить на разные темы. И, возможно, больше, чем кто-либо, я знаю вас как личность, как человека. И, конечно же, я хочу, чтобы вы, друзья мои, пронесли все то доброе, все то хорошее, о чем мы с вами вели разговор через всю свою жизнь. Все же неплохо получить образование, все же неплохо иметь профессию, но прежде всего вы должны остаться прекрасным человеком, вы должны стать прекрасным семьянином. И, конечно же, об этом тоже у нас шла речь на наших уроках. Друзья мои, я смотрю на вас, на 11 классы. Так получилось, что я в 11 Б классом руководителем 2 года, 10-11 класс. Ну и в 11 Б остались мои прекрасные товарищи, с которыми я пришлось расстаться. Но я вела уроки, и, конечно же, они были тоже для меня все дороги. И Ирик, который вот сейчас смотрит на меня, стоит дорогой, и остальные девчонки, и ребята все. Конечно же, действительно вы для меня все как мои дети. Действительно. Поэтому, когда я на вас смотрю, я сейчас вот смотрю на вас, действительно с материнской тревогой и с заботой. Как много нужно преодолеть. И поэтому я вам желаю всем здоровья, упорства
и достижений своих желаний. Чтобы в августе, в июле, сдав экзамены, я не говорю о наших выпускных, я надеюсь, что вы их сдадите. Я хочу сказать о вступительных экзаменах. Вы обрели, наконец, покой и уверенность, и чтобы я могла вас в августе встретить, и вы мне рапортовали бы, да, я поступил, я студентка, я и так далее. Я жду этого, ребята. Я буду очень рада, и не только я, все мы будем очень рады. Поэтому светлый вам путь, и много-много трудов вам предстоит, и терпение, и здоровье. Здоровье, чтобы все вынесли в этом году. Это тяжелый для вас год. Всего хорошего. Наших чувств не растраченных в чашу и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем Галине Губаевне. Поставь на стол. А я вас приглашаю тогда на вечер встречи, и мы добавим еще попьем чай. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Уважаемая Альфира Исламовна, выражаем вам огромную благодарность за то терпение и труд, который вы нам уделили в годы нашей учебы. Желаем вам здоровья, дальнейших успехов в работе и вашей личной жизни. Примите от нас подарок. Дорогие выпускники, вроде Галина Губаевна уже сказала все. Я тоже присоединяюсь к ней. Желаю вам здоровья, терпения, усидчивости в вашей дальнейшей жизни. Спасибо большое за подарок. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием занятий. Желаю вам успешно выдержать государственные экзамены и выбрать свою дорогу в жизни. Не забывайте нас. Я только 2-3 слова скажу. Во-первых, дорогие 11-классники, поздравляю всех вас с сегодняшним праздником, с праздником последнего звонка. Но пусть этот звонок не будет в вашей жизни последним. Все двери вузов открыты, только нужно очень-очень постараться, очень-очень сильно захотеть, тогда вы поступите в любой вуз. Я работала в 11 классе, вела математику с 5 класса по 11 класс, а в 11 А-классе вела только в этом году и была немножечко только классным руководителем вместо Насимы Миньяновны. Желаю, чтобы все сдали, во-первых, госэкзамены на хорошо, на отлично, успешно и смогли поступить в высшие учебные заведения. У нас таких учеников очень много. И желаю, чтобы у вас у всех сбылись мечты. Всего хорошего, в добрый путь. А теперь поздравления учителям-предметникам. Промчались зимы с веслами, устали? Уже мы стали взрослыми. Вспомним мы все школьные деньки, звонки и перемены, уроки, первую любовь, учителей, что были так близки. Не забывайте о нас. Большое вам спасибо. И вам большое спасибо. Мы будем помнить каждый миг. Наш лучший друг, родной язык. Невозможно быть культурным без родной литературы. Приглашаются учителя Гжада Абдуловна, Зиля Мухамедовна, Зульфира Ягафаровна, Люция Зуфаровна, Фунуза Хамитовна.
Пожалуйста. Тамара Хамидовна. Пожалуйста, учителя, подойди. Пусть он останется у вас на всю вашу жизнь, и этот набор пейте из него чая, и когда-нибудь сможет пригласите нас в гости к вам. Большое спасибо. Чай попьем на выпускном вечере. Спасибо за подарок, за внимание. Как бы эту цепь собрать, чтобы не замкнула, ускорение рассчитать, силу тяжести узнать. И все это для того, чтобы КПД мое выправить на 5. Таприс Хазиевич. От Канады до Тасмании сократится расстояние, если будешь ты знаком с иностранным языком. Минзидара Фигуловна. Ваш предмет ужасно важный, это понимает каждый. Изучаем все подряд. Человека и котят, и цветочки, и травинки, стебли, пестики, тычинки. Джамиля Булатовна. Рима Хасановна. Рима Хасановна пошла к сыну на последний звонок. А мы все движемся и движемся вперед. И каждый много на уроках узнает. Ведь учим мы историю, ту самую, которую ни слова, ни полслова не соврет. Светлана Вильевна. Наш компьютерный магистр, 20 бит, 1 регистр. Ваш таинственный предмет, на любой вопрос ответ. Зарина Зафарина. Мы решили поздравить и саму школу, подарить ей подарок. Дорогой директор, как же трудно вам подчас школы всей руководить, всех понять и всех простить. Знаете, не забудем вас, наш 11 класс. Дорогая наша школа, мы тебя благодарим. За любовь и за заботу всем спасибо говорим. Мы в этот час еще сказать должны о тех, кто подарил нам жизнь, о самых близких в мире людях, о тех, кто помогал расти и помогать еще во многом в жизни будет. Я сегодня еще не только как официальный пришел сюда, и как родитель. У меня тоже дочь выпускница 11 Б класса Мухамедзянова Радмила. Она вот здесь перед вами была.
Я вас, многих выпускников, знаю. Я тоже в этой школе работал, работаю. И с многими лично знаком. Мне хочется пожелать всего самого светлого, всего самого доброго от имени всех родителей. Поздравить вас с замечательным, торжественным днем вашей жизни, последним звонком. Я думаю, что у вас все будет хорошо. Ну а нам, родителям, еще немножко надо помочь своим ребятам встать на ноги, провести их немножко еще по жизни, направить их в нужное русло и помочь. Если мы все это сделаем, все будет замечательно, все будет хорошо. Выпускники первой школы всегда славились, первая школа всегда славилась своими выпускниками. Из года в год школу покидает около 50-70 выпускников, которые успешно сдают экзамены во многие вузы страны, республики, успешно учатся и выходят хорошими специалистами для народного хозяйства, для сельского хозяйства и многого добиваются. Я думаю, что ваш выпуск уже в статусе школы-лицея, вы сегодня выпускаетесь впервые как лицеисты, будет еще более лучшим и добьется лучших результатов, так как вы уже получили знания более углубленные, более усиленные. Спасибо педколлективу, который много сил и труда вложил в воспитание вас, наших детей, сделал из вас, в общем-то, хороших людей. Спасибо еще раз. Извините. Уважаемые выпускники и родители, вы все переживаете волнующий момент. Вас поздравляют девочки 7 класса. Танец 7 девушек. Основное внимание было уделено 11 классам. Это естественно.
Но здесь стоят наши замечательные 9 классы. Они не уступают ни в красоте, ни в обаянии, ни в учебе 11-классникам. Они такие же наши любимые ученики. И сегодня от имени всех классных руководителей 9 классов и учителей, которые работали в этом классе и будут еще пока экзамены принимать, поздравляем учащихся 9 классов, для многих тоже последним звонком. Действительно, для многих это будет последний школьный звонок, а для многих еще школьные годы продлятся, они будут продолжать учебу в 10 классе, потом в 11 классе. И для них потом наступит этот торжественный момент, самый красивый, выпускной уже в 11 классе. Но где бы вы ни были, где бы ни учились, в техникуме, в училище, мы вам желаем выбрать достойную дорогу жизни, в этом бурном жизненном море выбрать свою дорогу, быть достойными людьми, людьми с честными, открытыми сердцами. И сегодня я благодарю от имени классных руководителей всех предметников за то, что они никого не оставили, допустили всех к экзаменам. Сегодня это очень радостное событие, что все допущены к экзаменам. И мы надеемся, что они хорошо сдадут свои экзамены. Вечно будет земля вашим трудом красиво. Наши учителя, сердечное спасибо. Алена Халетовна, примите поздравления. Девушки, быстрее. Дорогой выпускник, более 20 тысяч школьных звонков слышаны тобой за 11 школьных лет. Когда с букетом цветов первой своей учительнице шел на самый первый в жизни урок. И тогда, когда звонок как-то обрывал кусочек интересно прожитых 45 минут на твоем любимом уроке. И тогда, когда это был долгожданный, чего греха таить, звонок на каникулы. А звонок, который ты услышишь сегодня, особенный, не похожий ни на один из ранее прозвучавших. Он последний твой школьный звонок. Он как бы рубеж между детством и той другой жизнью, которая тебя ожидает. Каким бы оно ни стало твое будущее, сколько удовлетворения, радости и счастья не принесло бы тебе, как далеко бы и в какие бы края тебя не забросило, ты обязательно вспомнишь этот дом, твою школу, твоих друзей и эти волнующие минуты.